Очень опасная тема, я скажу сразу. Во-первых, не всех устраивает качество образования. И, во-вторых, то, что традиционное обучение, оно подходит не всем деткам. У нас фактически ни одна школа не соответствует в полной мере СНИПам. Мы решаем проблему перегруженности школы. Да. Крах образования – это крах нации. Сейчас семейное образование, кто поддержит, самые ответственные родители Казахстана. И оказалось, что среди школьников здоровы всего лишь 12%. С той стороны кричат, что люди привыкли к иждивенчеству, не проявляют активности. Вот, мы проявляем активность. Мы хотим вместе с вами строить и помогать государству. И не просим деньги. Мы видим, что общество идет не туда, куда нужно. Мы хотим сохранить наших детей. Обратиться к уважаемому новоизбранному нашему президенту Касым-Жомарту Кемелевичу. В одном из зданий университетов ЮАР висит очень интересная табличка с надписью «Уничтожение любой нации не требует атомных бомб либо ракет дальнего действия. Достаточно снизить качество образования и позволить студентам списывать на экзаменах. Тогда пациенты будут умирать от рук таких врачей, здания будут рушиться от рук таких инженеров и архитекторов, деньги будут теряться от рук таких финансистов, и в целом справедливость потеряется в руках таких правителей. Крах образования приводит к краху нации. И сегодня мы собрались в этом эфире, чтобы поговорить о казахстанском образовании и подумать, что же наше общество может предложить в качестве решения для того, чтобы выйти на новый уровень развития нашей страны и общества в целом. Собрался очень непростой и интересный состав спикеров. Это очень сильные эксперты, руководители и лидеры разных республиканских общественных объединений, при этом практикующие родители, опытные родители. Поэтому я предлагаю каждому представиться вкратце, буквально в 2-3 предложениях, как вас зовут и какую организацию сегодня вы здесь представляете. Давайте слева направо. Как в садике, Айтмагамбетов Жаслан Булатович, руководитель Республиканской ассоциации потребителей Казахстана. Здорово, спасибо. Сагадиева Рауана, председатель правления Республиканского общественного объединения «Союз родителей особенных детей». Спасибо. Садердинова Дина Тимуровна, представитель Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз родителей». Белялов Алжас, заместитель председателя Евразийская правозащитная организация по правам человека. И сегодня в качестве модератора либо ведущего данного подкаста выступаю я. Меня зовут Асхат Абжанов. Я являюсь семейным коучем, учителем гуманной педагогики, основателем школы лидерства Жаңарупах, ну и тоже папой, отцом 3 детей. Сегодня мы будем говорить об образовании, но в целом образование – это очень обширная тема, и я думаю, что все вопросы мы обсудить не сможем, но какие-то важные аспекты мы обязательно затронем. И я считаю в целом, что за 30 лет нашей независимости сделано достаточно много, да, много реформ необходимых проведено, но тем не менее очень много критики продолжает поступать в сторону образования. То учебники не те, там ошибки находятся, то инфраструктура не устраивает, то школ мест не хватает, там 2-3 смены. В общем, претензий много, и складывается ощущение, что наше министерство, к сожалению, не успевает справляться со всеми запросами, со всеми этими проблемами, вызовами со стороны общественности. С другой стороны, я вижу, что растет некое гражданское общество. Общество таких осознанных, мудрых родителей, которые готовы брать на себя некую ответственность или груз, да, в вопросах образования и помогать нашему государству в решении этих вот проблем. Исследуя мировую практику, мировой опыт, мы выявили, что порядка 45 стран нашли очень интересный симбиоз, да, партнерство государства и общества, позволив родителям семейное образование. И я предлагаю сегодняшнюю тему сфокусировать именно на таком решении. Семейное образование, когда современные родители помогают государству, взяв на себя ответственность за обучение детей дома, на дому, давая образование качественное, ну и, конечно же, воспитание. Готовы ли мы как общество к такому решению? Готово ли государство пойти навстречу родителям? И в целом, что у нас с законодательной базой? Готово ли со стороны законов государства поддержать такую инициативу родительскую? Вот этот вопрос я предлагаю сегодня обсудить. Как вам идея? Отлично. Тогда давайте начнем с плюсов. Вообще, в целом, какие есть плюсы в семейном образовании? Дина, давайте начнем с вас. Да, давайте. Я хотела бы зайти с другой стороны. Говоря об образовании, мы часто говорим с позиции взрослых, да, с позиции родителей. Но нужна ли самому ребенку школа? Кто-нибудь задавал вопрос?
Вот я, например, как педагог-практик, не видела еще ни одного ребенка, который хотел бы во время осенних каникул вернуться обратно в школу за парту. И когда я рассматриваю данный пример, я понимаю, что если создать ребенку комфортные, внешкольное какое-то общение, да, условия какие-то, то сам факт хождения в школу, он сам по себе отсеется. И исследуя мировой опыт, я заметила, что один индийский ученый, по-моему, его зовут Сугата Митра, он провел такой эксперимент. Сначала в Индии, потом во многих других странах он сделал так. Он вмонтировал в стену компьютер, загрузил туда развивающие программы и позволил деткам без участия родителей и учителей заниматься за данным компьютером. То есть он уехал на 2-3 месяца, оставил детей с компьютером и уехал. Дети, которые едва ли ходили в школу, которые не знали английского языка, они изучили английский язык. Они изучили все эти развивающие программы. И более того, занимаясь за компьютером, они еще позволяли себе такую функцию, как обучать младших детей. То есть старшее поколение передавало опыт младшим. О чем это говорит? О том, что ребенок, он всегда готов к познанию чего-то нового, только нужно создать комфортные условия. Поэтому, а если и нам попробовать уйти от стандартных занятий, да? То есть попробовать уйти от школы. Ведь если посмотреть мировую тенденцию, то школы-то бывают разные. Школы на самом деле разные. И традиционная школа — это не единственная формула, которая прочно вошла в нашу жизнь. Это и вообще, если посмотреть глубже, то это искусственно созданный институт, который обеспечивает нужды работающих людей на самом деле. Да? И когда мы изучали семейное образование, а с ним мы столкнулись, когда все перешли на дистанционку, да, во время пандемии, родители один на один остались со своими детьми, то мы поняли, что у нас два мотива за то, чтобы принять семейное образование в Казахстане. Во-первых, не всех устраивает качество образования, и, во-вторых, то, что традиционное обучение, оно подходит не всем деткам. Когда мы стали опрашивать родителей, то поняли, что опыт родителей абитуриентов говорит о том, что многочасовое, а это порядка 1000 часов на изучение какого-то определенного предмета на протяжении нескольких лет в школе, оно никак не сказывается на том, что ребенок полноценно изучит предмет. Более того, 2 последних школьных года нанимается репетитор, который заново переучивает ребенка, да, заново обучает данному предмету. И получается, что при семейном образовании, почему мы ратуем, да, за семейное образование? Потому что здесь появляется мотивация временем, а время — это у нас самый такой дорогой ресурс. И мотивация временем, она гораздо дороже, чем мотивация оценками. Дина, можно вот поподробнее? Все-таки семейное образование это? Семейное чтобы у зрителей образование было общее — такое это понимание. добровольное перенесение, наверное, ответственности со школы на родителей за передачу знаний своим детям. То есть теперь папы с мамами будут сидеть дома и будут учить детей математике, истории, английскому. Это и есть Почему семейное бы и образование? да. Страшно, когда у родителей нету даже 2 часов, чтобы провести их со своими детьми. Ну да, то есть практика показывает, времени нет, а тут еще учить. Да. Кто будет учить На самом детей деле дома? каждый родитель должен думать о том, что авторитет родителей должен быть на первом месте. Если посмотреть на практику в школе, да, особенно в подростковое время, то если складывается неблагоприятная среда, то эта среда влияет на ребенка. И для подростков характерно то, что авторитетом становятся подростки, да, их сверстники, друзья. А если эти сверстники, друзья, неблагоприятные ребята, то и, соответственно, и влияние будет соответствующее. Тогда здесь родители при семейном образовании могут включиться и показать своим примером, что вот есть я, папа, я тебе могу помочь, есть я, мама. То есть каждый родитель должен обладать определенными качествами, да, уметь структурировать информацию и быть в приоритете. Семейное образование в этом случае никогда не понижает авторитет родителя. То есть правильно услышал, что в школе очень много агрессии, буллинга, хейта? Конечно. И ваша идея, а давайте детей заберем домой, Конечно. и дома как бы родители не применят как бы не будет этого насилия, агрессии в сторону ребенка. Да, более То есть того... мы изолируем детей от общества, чтобы оградить их.
Не совсем изолировать. Почему вы говорите, что Критически, семейное да. обучение – это привязать ребенка к батарее и не позволять ему выходить из дома? Нет, это совсем не так. Мировая практика показывает, что при семейном образовании, когда ребенок отделяется, то есть нет жесткой привязки к школе, он наоборот имеет больше времени для социализации вне дома. Это и прогулки с друзьями, это и хобби, это и факультативы, секции, кружки и так далее. То есть родителю здесь придется быть на 100% быть вместе с ребенком. А что может быть лучше для ребенка, когда у него психически он здоров, когда психически он созревает в благоприятной для него среде? Дина, все-таки вопрос, уточнение. Семейное образование – это когда папа с мамой дома учат ребенка Не сами? совсем. Или это когда родители забирают из школы и находят альтернативную форму обучения? Это альтернативная форма обучения. Потому когда- что, честно сказать, я не Да. готов сидеть дома и учить с утра до вечера своих детей. Это Мне скорее- проще отдать да. ребенка в школу. Да. Родители Это альтернативная обеспечивают. форма обучения, когда родитель сам выбирает, будет ли он обучать сам, либо с привлечением посторонних лиц, то есть репетиторов, Вне частных школы. учителей, вне школы, да. То есть в школу, если посмотреть по мировой тенденции, вот в 45 странах мира есть семейное обучение, по большей части школа только проводит аттестацию. Все остальное проводит родитель. То есть развитие ребенка, воспитание ребенка и процесс социализации – это всецело ответственность родителя, ни школы, ни министерств. Давайте попробуем сейчас все вместе вот коллегиально набросать основные плюсы. В чем Давайте. основные, такие жирные, такие прям уверенные плюсы семейного образования? Вот кто готов добавить? Можно я скажу, вот хотелось бы добавить, смотрите, наша сейчас цель идет не в сколько сказать всем родителям, давайте уйдем на семейное обучение, ни в коем случае. Панацея. Мы сейчас говорим как альтернатива. Вот сейчас я услышал по поводу буллинга, да, Так. я вам скажу, буквально не соврать, недели полторы, плюс-минус 2 недели, ко мне обратилась одна женщина, у которой прям нашли у ребенка в WhatsApp группе, группа прям называлась так: «Буллинг Диана». То есть это группа детей, которые собрались, и что самое интересное, у нее не было альтернативы. Она говорит: переведите меня, пожалуйста, в другой класс. Не можем. Можно тогда и на дистанционку. Нельзя. Ребенок в школу не хочет, понимаете? То есть альтернатива для единиц. Допустим, вот такая альтернатива, да? Есть, я просто сейчас сразу по своей тематике скажу, есть родители, которые, допустим, беспокоятся за безопасность детей. И это нормально. Почему? Потому что согласно законодательству, обязанность за, будем говорить, безопасность детей, да, в том числе и в школах, и везде, лежит на родителях. На образовательной системе государстве лежит только предоставить образование. Все. Все остальное уже родитель несет ответственность. А теперь смотрите, с чем я лично сталкивался от родителей. Это первый момент, это несоблюдение санитарных норм и правил. У нас фактически ни одна школа не соответствует в полной мере СНИПам. А СНИПы это очень страшно, на самом деле они могут быть очень плачевные Что такое последствия. СНИПы для вот простых смертных? Санитарные нормы и правила – это те же туалеты, где девочек насиловали в Туркестанской области, да, это было, мы знаем. Это тот же случай, где вот недавно в Талгарской школе ребенка чуть не затоптали, да, еле как его вытащили. Это тот же случай, когда одна котельная взорвалась буквально недели 2 назад, тоже это было, да. Это тот же случай, когда в 3-4 школах за последние, будем говорить, 10 лет произошло принудительная, будем говорить, вакцинация, где дети пострадали, и родители узнают только последствия. Да? То есть таких моментов, которые часть родителей опасается, это нормально, и это естественно. Мы не говорим, что сейчас все уйдут оттуда, но часть родителей, у которых есть обоснованный естественный страх, допустим, и они обоснованные, самое интересное, это нормально. И то есть, если они хотят альтернативу, да, они уйдут. И вот хотелось бы добавить, что да, в действительности мы можем не только там то, что дома ты будешь сидеть, кто-то может сидеть. У меня, допустим, супруга сидит дома, да? Она может обучать и так далее. Если не может, то тогда можно собрать кружки. То есть есть разница: 30 детей в классе, уставший учитель, у которого 2-3 группы, и какое будет образование. Или же собрались 5-10 человек, наняли репетитора со свежими силами, добавили туда английский, арабский, еще какой-нибудь язык дополнительно. И самое интересное, что они, может быть, еще и у них будут общие интересы. То есть родители, может быть, друзья будут. То есть это вообще шикарно будет, понимаете? То есть это очень хорошая альтернатива. Если мы сейчас говорили о 45 стран, нужно подчеркнуть, развитых стран.
раз мы хотим войти туда, да? Еще раз, что за 45 стран, можете напомнить? 45 стран это у нас получается Канада, США. Кстати, давайте лучше будем говорить, кто не входит в эту категорию. Это у нас Северная Корея, это у нас Китайская Народная Республика. Это та коммунистическая система, где пытаются сделать все как один и один как все. То есть принцип такой. Мы должны выходить из этой советской системы, с которой мы вышли буквально 30 лет. Но пока мы пытаемся это удержать. Можно еще раз напомнить, что есть такого великого в этих 45 странах? Что там есть? Там Ну, есть право на альтернативное образование. А там есть Да. право на альтернативное образование, на семейное обучение, где они могут развивать своего ребенка с теми, будем говорить, усиленными наклонностями ребенка, которые могут ему дать перспективу в обществе. Да. То есть в его будущем, будем говорить так. То есть акцент какой-то делать, когда они это... Сейчас же мы в такой системе, когда, извините меня, 30-35 человек в классе, в таком кабинете, который не соответствует СНИПам, где разношерстная категория людей, детей, которые разные. Допустим, я бы не хотел, чтобы она сидела, моя дочка там с каким-то ребенком, который, ну, неадекватный, может быть, в семье воспитывался, да? И это все передается. Вот это наше право на воспитание. Кстати, вот мы должны разделить, что статья 30 Конституции у нас говорит о том, что среднее образование обязательно, но 27-я, часть 2 говорит о том, что воспитание – это право родителей. Но, к сожалению, я замечаю, и не только я, это все общество замечает, что государство очень часто пытается вмешаться в воспитание. Это очень, знаете, напрягает многих родителей. Воспитание, образование А в чем предоставляет. проявляется воспитание в современной школе? Смотрите, воспитание, я могу сказать так, начинается даже с самой формы. Допустим, в США и в других странах нет обязательной формы одежды. У нас подгоняют Униформа-то что? под единую форму одежды раз. Чтобы не было, то есть у нас идет все, если ты даже тот вопрос, даже который мы часто поднимали, вопрос, если религиозный, извини меня, мы тебя в школу не пустим. Эти у нас факты есть. Да? То есть далее воспитание касательно того, что они говорят, сексуальное просвещение детей с 10 лет обучать в школе, предоставлять им такую информацию. Это вмешательство в воспитание. Если я, допустим, в казахе, у меня традиции не принято, да. То есть не принято, почему они должны вмешиваться в этот момент? Тот же воспитание, если, допустим, у нас у казахов, таджиков, узбеков, не знаю, ну, азиатов, да, есть такой момент, уважение к родителям. Очень сильное уважение к родителям. То если вы откроете учебники, если вы откроете те брошюрки, которые раздают, то там говорят, ты имеешь право у родителей требовать это. Да. Если они тебе этого не дали, то, пожалуйста, пиши, звони туда. То есть звони, жалуйся на них. И уже ролики такие пошли. Папа, если ты мне не сделаешь, я сейчас позвоню. Все. То есть вот этот момент, это и есть вмешательство в воспитание. То есть, понимаете, мы говорим, если кто-то согласен, он будет обучаться по общей вот этой средней системе, которая есть. Но если родитель хочет альтернативу, его нельзя заставлять. Да. Да, мы же люди, мы Чем не отличается станция 45 какое-то, стран? которое должно конкретно следовать, как говорится, коммунистической одной партии. Да? У нас нет такого. Мы свободные люди. Давайте зафиксируем два сильных аргумента, да, в пользу семейного образования. Первое – это то, что классы будут не по 30-40 человек, а можно там по 5-6 человек собрать своих друзей, родственников, да, нанять репетиторов, и, в принципе, будет очень качественно преподноситься материал. Второй сильный аргумент – то, что воспитание останется за родителями. И школа не будет вмешиваться с сексуальным просвещением, да, с какими-то религиозными вопросами, запретами, навязываниями и так далее. То есть это два Да. таких сильных аргумента. Что еще? Кто Я еще? бы хотела бы Какие еще аргументы добавить. за? Вот, например, в Канаде и США нет контроля за семейным образованием со стороны государства. И как показывает их практика и их исследования, уровень успеваемости учащихся намного выше, чем у тех, кто учится в государственной школе. И промежуточные тесты они сдают намного успешнее, чем выпускники госшкол. Вот. То есть государство не контролирует всю методику, но Да, проверяет оно на всецело неких доверяет родителям экзаменах. процесс обучения, воспитания своих детей. Да. То есть просто они приходят на аттестацию, сдают, хотят не сдают. У них даже так стоит вопрос, понимаете? Здесь можно я поддержу Дину? На самом деле вот финское образование именно на чем строится базово, да? На том, что ребенка не привязывают к четкому алгоритму, правилу, там, утром математика, потом там литература, русский язык. Нет, ребенку дается свобода, когда он хочет сам изучить предмет. Допустим, он с утра проснулся, он хочет поиграться, он не хочет заниматься уроками, да? И в этот момент, если его заставлять обучаться, у него восприятие будет низкое.
Да, нежели он поигрался, удовлетворился, у него высокий эмоциональный настрой, да, и потом он садится за уроки, процент восприятия и освоения урока будет выше, и, соответственно, аттестацию он пройдет идеально. То есть, опять-таки, вне шаблона, в свободной обстановке ребенок лучше раскрывается его потенциал. Ведь не к этому ли мы идем? Преимущество развитых стран в том, что там реальная демократия, реальная свобода права выбора человека говорит, что он хочет, как он хочет. И в этой части родители как раз-таки за то, что неравнодушные, осознанные родители, за то, чтобы обеспечить те комфортные, безопасные, экологичные условия для своего ребенка, чтобы он мог обучаться. А представьте, если еще стимул, знаете, какой будет? Допустим, мы собрались 10 человек, единомышленники, и взяли этому репетитору, от себя, купили какие-нибудь подарки. Да? Сейчас нельзя делать этого в школе. Сразу учителя уволят, там коррупция, 5-10. Купили подарки, он сидит и говорит, тот, кто мне завтра сдаст такой экзамен, сдаст на Сочи, тому марафон. К примеру, на Питере скинут. Мотивация подарком. То есть, представьте, это еще стимулирование, которое нельзя сделать в школе, но ты можешь это в частном порядке. Творческий процесс называется это, креатив. Да. Если можно? один жирный плюс добавлю, если Давай, я не молчал. давайте. Я думаю, самый большой плюс семейного образования – это образование для всех, для особенных детей, для религиозных детей. То есть мы этим охватываем все потребности всего общества. Сейчас вся аналитика говорит о том, что это век индивидуализации. То есть есть ребенок, математик сильный, и он обязан эту школьную программу проходить. Мы можем намного больше талантливых детей взрастить именно семейным образованием. Мы можем охватить вот этих религиозных детей, которые не могут посещать школу, и из-за переполненности школ не смогут свои даже если им государство разрешит, они не найдут места, где совершить свою молитву, намаз. Поэтому мы все, есть люди, которые просто не хотят по другим причинам. Поэтому мы можем охватить всех. Поэтому это, думаю, самый большой плюс семейного образования. И я хочу добавить, я не понаслышке, я жил в Штатах. Жил в Штатах и посещал семью, неделю у них жил, семейное образование. 7 детей. Они сделали клуб, как предлагается. Они все по интересам. Дети социализируются. Эти девочки и мальчики в университете у нас отличались скромностью. Смотришь, все, сами знаете, Соединенные Штаты Америки, там все друг с другом живут, а тут очень скромно себя ведут. Потому что их родители, когда я разговаривал с отцом, он говорит, мы решили, это католическая была семья, что мы видим, что общество идет не туда, куда нужно, мы хотим сохранить наших детей. И они на самом деле свою функцию сделали. Это здорово. Здесь я хотела Улжаса именно поддержать в части инклюзии, являясь экспертом в инклюзии. Что такое инклюзия, инклюзивное образование? Это включение в образовательный процесс всех сторон. Если традиционная система образования заключалась в ребенке и в школе, то на сегодняшний день инклюзия подразумевает включение в процесс, в образовательную систему родитель, ребенок и школа. И в данном случае как раз-таки инклюзия позволяет давать возможность равных прав, равного доступа. И про особенных детей говоря, на самом деле у нас уже есть платформа, есть пример надомного обучения. Да. Но здесь тоже очень много минусов. Это выходит очень дорого для государства, содержание. Здесь проблемы для ребенка, у него отсутствует социализация. Потому что есть очень тяжелые диагнозы, такие как эпилепсия, когда не пускают на территорию школы, но ребенок асоциализирован. Но есть конкретные случаи, когда родители самостоятельно договариваются о смешанном виде форме обучения. То есть он находится большую часть на надомном обучении, но в неделю несколько раз по рекомендации того же ПМПК он приходит в школу и посещает определенные уроки, когда он в ремиссии или хорошо себя чувствует. Вот она инклюзия, вот она, доступность, право выбора и социализация. То есть у детей с эпилепсией есть возможность обучаться дома? Есть, конечно, это прописано. То есть, в принципе, в нашей стране семейное образование, оно есть? Оно есть, но оно называется надомное. Надомное. И оно именно привязка идет в связи с особыми образовательными потребностями, ООП. Это касается лиц, у которых ограниченные возможности здоровья. То есть они не могут функционировать как здоровые дети. А у здоровых детей такой возможности нет? Нет.
Абсолютно. А в чем в целом проблема? То есть в чем сложность в нашем государстве внедрить вот такое семейное образование? То есть кто против и как бы какие есть Ну, смотрите, сложности в этом? во-первых, наверное, давайте самый главный минус скажу о том, что государство, конечно же, заботится о том, чтобы не раздувать бюджет. Мы знаем, что Так. больше 46% уходит на социальные нужды. Таким образом, государству же выгоднее, дешевле содержать на 30 детей в одном классе одного преподавателя, нежели один преподаватель на одного ученика на дому. Понимаете? Какая разница в расходах? То есть в семейном образовании государство все равно должно финансировать обучение. Конечно, А если они этого боятся. А если родители скажут, «Ну, мы как бы сами возьмем на себя это В вопрос, данном случае, тогда вот будет экономия бюджета. Конечно, здесь Так. получается наоборот. Родители не будут претендовать на компенсацию возмещения, там, квоту обучения Да, каждого да, да. ребенка, да? Они говорят, дайте нам возможность, мы, родители, говорим, дайте нам возможность быть прикрепленным нашему ребенку к школе, но мы все затраты берем на себя по обучению его Так. на дому. Тогда ну, всем хорошо, решаются все проблемы. Так, Здесь выступает еще звучит другой минус. очень, очень логично, очень привлекательно для Это государства. конструктивно, конечно. Да. Мы же призываем к конструктивному диалогу государства. Нет, И вопрос, а говорим- государство в смысле против этого? Можно я отвечу? да. Есть закон об образовании, Так. там есть 47-я статья, где говорится, образование осуществляется в школах РК. Так Или- это так написано, Так что прямо именно в написано. школах. Именно В школах, в школах, государственных школах РК или международных школах, имеющих лицензию, или кроме лиц, которые выехали за рубеж. То есть вот, ну, конкретно у религиозных семей, либо ты в школу идешь, тебя туда не пускают в платке, нельзя совершать намаз, либо ты в частную школу идешь, очень дорогая, но там опять же этого нельзя, либо ты уезжаешь с этой страны, понимаете? То есть государство установило закон о браке. Хотя закон о браке и семье говорит, что мы, родители, вправе выбирать форму обучения для людей. То есть коллизия есть законодательство, тот закон. А Но этот закон когда был принят? этот закон об образовании, он уже 2007 давно, года. поправки были, Да. последние поправки. То есть это При очень этом мы- старый древний закон, который нужно просто обновить. Я вам скажу, смотрите, поправки, они не просто, сейчас какой-то тотальный контроль пошел. У нас была маленькая форточка, когда семьи Казахстана обучались по семейному обучению в России. То есть давали документы, обучались. Они обучались до прошлого года. В прошлом году, если не ошибаюсь, плюс-минус. Все правильно. Именно в прошлом году 21 внесли конкретную поправку и обрезали любое обучение, которое касается за пределами Казахстана, даже дистанционно. Вот у меня был друг, кстати, ну есть друг, который свою дочку как бы юридически устроил в российскую школу, по факту она была дома. И он говорит, меня как бы, его все устраивало. Сейчас такого возможности Сейчас нету. Да. А в чем логика? То есть я не могу понять страх государства, да? То есть, Ну, это мое мнение. Это, чтобы понимаете, вот если вы возьмете статью 30, пункт 1, который говорит среднее образование обязательно, Так. а вот пункт 3 или 4, не ошибаюсь, там написано так. По общеустановленным стандартам. То есть я всегда воспринимал школу как своего рода, если грубо сказать, мясорубку. То есть то, через что должно пройти все. Одна общая прошивка. Эта прошивка будет у 99,9% детей. Ну, в будущем это уже людей, понимаете? ну прям звучит как всемирный заговор какой-то. Но как бы она ни звучала, это Так. факт. Это юридический факт. Понимаете? Вот это нужно понять. А наша задача, чтобы у нас, вот именно для развития нашего государства, да, представьте, когда то ли все одинаково думают, одинаково боятся, одинаково мыслят и все одинаково, у нас никакого развития. А появляются какие-то индивиды, которые, допустим, отдельно, ну, не были в этой программе, да? И то есть у них свои планы, у них какие-то свои интересы, у них свои мысли, и вот именно от таких людей рождаются какие-то новшества в этом государстве, которые увеличивают, будем говорить, развитие этого государства, понимаете? У меня вопрос вот к вам, как лидерам республиканских общественных объединений, лидеры общества тогда, лидеры гражданского общества. Вы предлагали это решение Министерству образования? Неоднократно. Как в виде концепции, в виде проекта? Я сам лично участвовал, когда Так. министр просвещения неоднократно задавали вопрос, когда я сам участвовал, задавал вопрос, на вопрос касательно семейного обучения был не просто там завуалирован, Так. жесткий ответ «нет».
Все. А какое обоснование? Никакого обоснования. Без Понимаете, у нас обоснования. На сегодняшний Я день здесь, Министерство добавлю, просвещения что это минус самое продолжим. необоснованное такое будем говорить, министерство, которое не обосновывает ни на один вопрос, который мы на сегодняшний день. Поэтому мы сидим сейчас здесь, а не там вместе с ними в комиссии, где обсуждаем этот вопрос. Просто я как рядовой обыватель, да, который не так глубоко погружается в эти вопросы, считаю, что наше Министерство образования или просвещения, как сейчас называется, да, наверное, одно из самых рабочих, самых таких прогрессивных. И на фоне других министров, в моем понимании, да, министр Аймагамбетов один из самых открытых, который Прогрессивный, да? не боится журналистов, который открыто отвечает на все вопросы, как бы он сам из системы образования, простой человек. Но вот часто то, что вы мне описываете, как будто бы вы говорите про другое министерство. И можно я здесь Да. все-таки озвучу? Это достаточно открытые публичные вещи. Чего боится государство, чего боится министр? Чего боится, скажите? Главный минус – это пострадает качество образования. Но здесь я хочу сказать, да, упало качество образования, когда мы вынуждены, весь мир был вынужден перейти на онлайн-обучение. Но мы столкнулись с той реальностью, что любые вызовы делают только сильнее. И это в очередной раз доказало, что на онлайне, дистанционно мы можем обучать, но нужно просто ту идеальную, наверное, уникальную систему внедрить, чтобы увеличить это качество. Это первый, да, то есть минус. Образование упадет, если там перейдут все на надомное, да. А это Но ответственность здесь- министра просвещения? Да, но здесь родители говорят, что мы берем полностью ответственность на себя, и он будет сдавать аттестацию, будучи прикрепленным в школе, и вы тогда увидите, дайте время хотя бы экспериментально запустить это. Или ответ на ваш вопрос, да, Олжас, они, если, допустим, государство не разрешает нам открывать, да, давать возможность семейного образования, тогда государство в рамках закона должно обеспечивать строительство таких школ. Это и Да, есть да, да. инклюзия. Давайте Когда- я добавлю. И второй минус, я Так. скажу, самый главный, знаете, чего Минус боится для государства? государство? Да, Так. чего боится государство. Безответственные родители. Мгм. Вы прекрасно Что, знаете. в принципе, есть в нашей стране. Есть, абсолютно, которое приводит к чему? К бытовому насилию. Мгм. Когда, и опять-таки пример показал, когда дистанционно обучались, дети просто не участвовали, особенно в аулах. Он пойдет барана пасти, он пойдет землей заниматься, то есть использовали в труде и так далее. И да, образование упало, но это, наверное, единичные случаи, исключения. И сейчас мы говорим о том, что образование, оно переходит в села, то есть улучшать качество, и мы как раз-таки, наверное, хотим создать такую платформу. Давайте экспериментально попробуем начать с тему семейного образования как альтернативную форму обучения в Алмате. Успешно прошли, мы дальше будем масштабироваться. Я Дайте возможность такую. добавлю с Конечно. аналитикой, как магистрированный градостроитель, да, Так. специалист в транспорте. Государство сейчас объявляет, мы строим много школ, но дело в том, что мы делали глубокий анализ по Астане и по Алматы поверхностный, так надо сказать. В Астане треть школ, 33% школ перегружены в 2 и более раза. Мы взяли каждую перегруженную школу, посмотрели, что рядом строится. Это уплотненная застройка. То есть, если сейчас в школе в 2 раза, как в машине 5 мест, вы 10 человек загрузили, то завтра там будет еще больше детей. Мы говорим, что будем школы строить. Школы строить будут только на окраинах. Места нет. В Астане, в Алматы, где вот центрально, и Шымкент сейчас, места нет, где строить. Соответственно, мой ребенок, его не возьмут уже в определенный класс, первый класс следующего ребенка, он вынужден будет куда-то ехать, 1,5 часа на дорогу туда, 1,5 часа на дорогу. Это уже точка без возврата уже пройдена. Мы уже не сможем, уже все земли розданы, их в государство мы не вернем. Возможно, государство, оно вынуждено будет, какие-то центры, коммерческие помещения, будут центров, как вот Преобразовывать, садики да? же, мы не смогли садики строить и решили, что много-много садиков есть, негосударственных, получающих дотацию. Возможно, мы к этому придем, но это факт. И я думаю, что вот по аргументу, то, что некоторые безответственные родители, я думаю, что сейчас семейное образование, кто поддержит, самые ответственные родители Казахстана. Потому что мы видим, что и педагог, нормальный педагог, мы разговаривали с директорами, с педагогами, он говорит: Олжас, вот у меня 40 минут, 45 минут. Я посчитал, засекал, я 20 минут трачу укротить вот эти 37 детей. Один начинается, второй, я засекаю. Сколько? Я 20 минут трачу каждый раз собрать этих детей. Я только 20 минут. Никакого индивидуального подхода нет. Какой бы я педагог, любого самого лучшего в мире педагога, он не сможет работать. А я ответственный родитель. Мне тоже не надо, чтобы мой сын отсиживался.
Пусть он будет 12, ну, вот как вот сейчас самое эффективное экономически 10-12 детей. Идеально 4, там, индивидуально это вообще супер, но 10-12 детей. Нормально. Даже онлайн 10-12 детей российские школы это предлагают, это нормально. Поэтому мы здесь неизбежно придем к этому. Я думаю, что делать это сейчас надо, потому что я смотрел статистику 2020 год, смотрел статистику 2020 год, год бума. Ну, вы сами знаете, по каким причинам, все дома сидят. 21 год, он еще побил рекорд 20 на 15% прирост детей. Это что говорит? 27-й, 28-й говорит, год, у нас сейчас И-классы есть, у меня дети ОО, это А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, Л, М, Н, О. 2 ребенка в О-классе. В Астане это нормально, О-класс. Есть И-класс, будет скоро первый 1А класс, потому что, ну а как? Я увидела Поэтому еще мы- один плюс в этом, на самом деле, да, то есть мы решаем проблему перегруженности Да. школы. Да, конечно. То И есть негатива. пока государство будет строить школы, мы, не теряя время, занимаемся образованием собственных детей, качество образования повышается, у ребенка есть комфортная, здоровая территория, да, безопасности, где он осваивает Да-да-да. и развивается. Ну вот, Мне кстати, кажется, И я это не плюс. закончил мысль. Да. Вот из-за 5 кейсов каких-то неответственных родителей, которые там отправили пасти баранов, не должны страдать 5000 ответственных родителей. Согласна. Это в государстве так. Мы взвешиваем. Поэтому я предлагаю, давайте даже по статистике анкетирование как-то проведем. Сколько таких родителей сейчас, которые готовы Да. перевести? А можно я продолжу? Которые готовы вашу что мысль? сделать еще раз? Готовы рассмотреть и перевести детей на семейное образование. Мы же по факту как бы не знаем, у вас есть Да. определенная Я знаю, группа. что в 2018 году уже была группа «Открытое общество», и вот они продвигали семейное образование, тоже писали в правительству, и тогда они собрали 86 подписей родителей, которые хотят перевести детей на семейное образование. Но так они ничего не добились, как я поняла. Потом у нас включилась пандемия, да, детей перевели на дистанционный формат обучения, и тема семейного образования Сошло стала на нет. неактуальной. Да. А вот в прошлом году мы стали с нашими педагогами и родителями по городу Алматы, в частности, самоорганизовываться, и тогда запустили такую тему. А давайте попробуем самоорганизоваться для того, чтобы продвинуть тему семейного образования хотя бы в городе Алматы. И собрали около 100 заявлений от родителей, которые просят инициировать поднятие данного вопроса на законодательном уровне, что семейное образование нужно по таким-то, таким-то причинам. И вот продолжая тему Рауан о том, что школа должна быть территорией здоровья, мы видим, что в школах, да, вот это вот многочасовое изучение того или иного предмета, оно само по себе абсурдно. Как можно вот это вот изучение предмета растягивать на многие годы, да, Дошло до сидеть в 8 одной уроков. позе, сидеть в одной позе 45 минут, даже 45 минут, это очень много для многих деток, потому что если рассматривать международную статистику, да, исследования, то вообще весь сам процесс обучения, он адаптирован под меланхоликов. Тогда, получается, из учебного процесса выпадают все остальные 3 типа темперамента. Во-первых, не учитываются биоритмы ребенка, да? Неважно, рано ты встаешь или поздно, готов твой мозг к изучению информации или не готов, школа это не учитывает, потому что расписание для всех единое. Или ты с утра занимаешься, или с обеда. Прыгать со смены на смену тебе никто не даст. Это вопрос перегруженности школы. Да? Следующее. Появилось такое явление, как гиподинамия. Это сидячий образ жизни в школе. Когда я стала изучать это явление, я поняла, что в 2017 году Роспотребнадзор России вывел свою статистику. И оказалось, что среди школьников здоровы всего лишь 12%. 12%. У большей половины очень много хронических заболеваний уже в младшем школьном возрасте. Это и заболевания сердечно-сосудистых, да, всяких Сколиоз, болезней, да, остеохондроз, сколиозы – это вены. отношение рюкзаков, да, там компрессии позвоночника. Но даже застой, когда ребенок сидит за партой, и у него происходит застой Статично, крови да. в малом тазу, это же и половые дисфункции у мальчиков, это простатиты, это у девочек всякие гинекологические проблемы. То есть, по сути, где сама школа как территория здоровья? Это самый большой аргумент, который я сама использую, когда говорю, что я выбираю семейное образование. Я бы хотела бы, потому что я не хочу, чтобы мои дети бесцельно сидели 45 минут на уроке, слушая, как учитель объясняет эту тему, которую мой ребенок уже понял, да, тому, кто не понял, когда она отвлекается на шумящих у детей. Да. То есть у ребенка должна быть какая-то мотивация учиться. А так, в принципе, я же говорю, детям особо школа и не нужна, получается. Им не интересно ходить в школу, нет особой мотивации, кроме оценок. Ну и все-таки
Государство оставляет за собой, оно представляет бесплатное образование, оно для всех. Но если ты хочешь что-то лучше для своего ребенка, пожалуйста, для тебя опция. Сейчас вот я разговаривал с владельцами центров, которые КНИШ, РФМШ, подготовка 4 крупных центров, самых топовых. Они говорят, вот смотрите, проблема. Дети приходят к нам, математику, они английский и так далее изучают. Эффективно, представляете, система мотивации, да, платно. Потом идут в школу, сидят в школе 45 минут, ничего, они все понимают уже, им это не нужно, но они обязаны сидеть. Приходят дома, домашку делают. И мы, говорит, боимся, ребенок перегружен, родители за него хотят, чтобы он продвигался, но он вынужден в школе 6 часов тратить, в третьей смене уже никакой, вынужден потом домашку делать, еще сделать в центре. Ребенка нельзя так в такие условия ставить. Пусть, если он гениальный, пусть развивается, пусть родитель платит. И школа тогда немножко станет проще для простых детей. Детей, которых нет возможности. Им тоже легче будет. Да. Все win-win, как бы выиграл-выиграл. Да. Можно я здесь все-таки еще раз напомню о том, что, уважаемые зрители, неравнодушные родители, мы не призываем вас ни в коем случае, говоря, что это панацея. Нет, мы лишь предлагаем собственную альтернативную форму обучения, чтобы у нас было право выбора. И это, наверное, глаз осознанных родителей, которые ратуют за прекрасное, светлое будущее нашей страны. И это будущее начинается с каждого нас, с вас. Вы должны свободно изъявлять свою волю, говорить свою точку зрения и говорить, что лучше именно для вашего ребенка. Потому что только от родителей зависит прекрасное, здоровое, светлое будущее наших детей. А дети – это будущее нашей страны. Можно только добавлю, да, здесь говорят... Я бы хотел прям похлопать, давайте эту прекрасную речь. Призыв, да! Это прям речь настоящего политика. Спасибо. Все, депутат. Да. Смотрите, я хотел добавить, мы говорим про Алмату, потому что представители Алматы, и мы в Алматы это сейчас находимся, да? Но законотворческая деятельность так не работает. Она либо, да, экспериментально, Астана, проблема. Ограничивает. Астана, проблема. Мои дети учатся в топовой перегруженной школе, в 3,4 перегружено. 3 смены, 2 со второй смены. Сейчас Шымкент проблема, министр тоже признает. И дальше сейчас страна-то строится, демография есть. Поэтому нам надо дать возможность, это же право родителей. Пускай организуются в частные центры, клубы, рынок сам сделает свое дело. Появится система мотивации и так далее. Вы же знаете, даже педагоги, им говорят, в частном центре поработать, он будет золотой педагог. А здесь он в школе вынужден отчеты писать и так далее. Поэтому нам надо просто дать эту возможность. Здесь должна быть, знаете, альтернатива по системе того же здравоохранения. Вот, допустим, здравоохранение это тоже, то есть обязанность родителей, то есть обеспечить безопасность, то есть здоровье своих детей. То есть, соответственно, есть поликлиники, они на учет ставятся. Но законодатель дал альтернативу. То есть, извини меня, если эта поликлиника не справляется, не может надлежащим образом обеспечить качественное предоставление здравоохранения, то есть, чтобы лечить детей, у него есть альтернатива, он идет платную, такую более серьезную, он может это сделать, он говорит, да ладно, не тратьтесь, я сам лучше заплачу и туда пойду. То есть есть альтернатива у нас по здравоохранению, это же важно. Почему мы не можем точно так же и выбирать здесь такой момент, что я готов вложить. Вот сейчас мы говорим об этом, пусть мы 10 раз скажем о том, что это первое, если мы знаем, что государство само заинтересовано должно быть разгрузить эти школы. Само заинтересовано, оно само понимает, что оно не может предоставить сейчас качественное обучение. Они это понимают. И то есть сейчас мы предлагаем самую идеальную альтернативу. Самую идеальную альтернативу. При этом мы их не зовем как раз таки к Северной Корее, к НДР и к таким другим странам. Мы наоборот зовем к тому, о чем они сами заявляют, да? К развитым странам. То есть поэтому наша задача сейчас, вернее, наш вопрос, очень большой вопрос, почему не хотят дать эту опцию, да, вот этот момент. Но я надеюсь, мы к этому подойдем. Вы знаете, да. Можно я поддержу Жаслана? На самом деле, да, вот смотрите, мы здесь собрались не как оппозиционеры, не как критиканы, да, не как там самые умные, думающие, что там наша позиция самая лучшая. Мы здесь собрались как активные, неравнодушные родители, которые хотят вместе с государством, рука об руку, делать систему образования лучше. Так почему бы не дать эту возможность? Давайте попробуем, начнем с одного города, да, то есть не говорите нет, не закрывайте двери, дайте возможность для роста.
Если, допустим, те же политики там с той стороны кричат, что люди привыкли к иждивенчеству, не проявляют активности. Вот, мы проявляем активность. Мы хотим вместе с вами строить и помогать государству. И не просим деньги. Совершенно верно, да. Мы, как осознанные родители, говорим, Да. мы сами возьмем всю ответственность по семейному образованию и таким образом снимем нагрузку с плеч бюджета государства. Да. Мне кажется, это это самые жирные плюсы тому, чтобы сесть с нами за общий стол и, если вы позволите, да, на самом деле обратиться, нас наверняка будут смотреть, да, уважаемый Асхат Канатович, предлагаем создать, инициировать, чтобы вы инициировали создание государственной, республиканской рабочей группы по обсуждению данного вопроса. Мы с удовольствием подключимся и будем помогать. Кто На готов общественных подключиться, началах. поднимите руку. Мы открыты к диалогу. Единогласно. Еще есть несколько объединений, в том числе республиканских, которые не смогли здесь участвовать, но они их тоже очень хорошо знают. Фактически можно уверенно сказать, наверное, 80% самых активных организаций, которые взаимодействуют с Министерством просвещения и в этой области. Они все за. И мы Ну, можем да. собрать подписи. И контакты оставим, чтобы они тоже Желающих, да, нам поддержать. присоединились. Да, мне кажется, я понял, почему это не приветствуется со стороны государства, почему появляется такой страх. Мое обывательское мнение, я не госслужащий, не политик, но видя то, как устроена государственная система управления, я вижу, у меня ощущение, что там все держится на страхе. Система государственного управления держится на тотальном страхе, где инициатива наказуема, где как будто бы госслужащему проще ничего не делать, ничего не предлагать, чтобы, не дай бог, не ошибиться и не получить потом по башке. Ну, можно Поэтому я Обратная добавлю? они- сторона страха потерять контроль. Да. То есть вот вы, Олжике, вы говорите, да, сейчас там из-за 5 случаев на всю страну, почему страдает большинство осознанных родителей? Как я вижу это глазами Министерства образования, да, или просвещения? Да, они, предположим, позволили открыть такой вот, ну, как формат семейного образования, и вот какой-то недобросовестный родитель взял ребенка, забрал со школы и отправил пасти баранов. Об этом какой-то блогер или журналист написал, это начали Общественный резонанс, раздувать, да. начали все хейтить Министерство образования и просвещения. Президент говорит, иди сюда, министр, что там у тебя? Говорят, твои дети там баранов пасут. Самое не хочу. И это твоя ответственность. И по самой не хочу ему как бы вставил. Да. И поэтому министр думает, а зачем мне это надо? Лучше пусть Лучше будет как сразу бы... нет. Пусть Сразу проблемы, обрубать. но под моим Да. контролем, по крайней мере. И я как бы все вот так вот сожму эти вот рычаги управления, зажму и сделаю так, чтобы минимизировать риски. Для А себя, давать да. общественности, отдавать это родителям, нет, лучше я буду под своим контролем. Вот, мне кажется, логика такая. Но теперь, смотрите, логика родителя. Так. Когда я постарею, меня не будет Министерство просвещения обеспечивать, меня будут мои дети. Как я их Так. выращу, так примерно. В мое воспитание отразится их знания. Если им не дали знания, это уже моя вина. Я не досмотрел. Поэтому мы сейчас как родитель. Теперь ладно, посмотрим, как ребенок смотрит. Мой ребенок идет в школу, я его воспитываю определенно. Он смотрит, он встречает там разные, совсем, которые перечат тому воспитанию, которое я ему даю. Разные слои общества. Разные слои общества, Ага, культуры. разных людей и разные подходы. Да, он должен социализироваться. Он говорит, пап, я не хочу, может быть, я буду социализироваться с умственно более интеллектуальными детьми, которые там не такие, не сякие, и они там просматривают, сами знаете что. Я этому ребенку, или там я его воспитываю, ну, откровенно говоря, ребенок наш, мы с 7 лет и говорим, как важно намаз совершать, ты должен Всевышнего, ну, у тебя нрав со Всевышним должен быть, нрав с обществом и так далее, и так далее. Потом он приходит в школу и говорит, нет, нельзя. И даже в случае у нас же, мы же 267 заявлений родителей было со слезами. Дети не могут, с платки, по платкам вопрос. Ребенок идет в школу, директор его при всех заходит в кабинет или завуч говорит, снимай или выходи из школы. В Ребенок. смысле, такое есть в Да, наших школах? такое есть, и у нас видео есть, просто мы Да вы что? не распространяем. Что ему... Ребенок, представьте, это ребенок, Да, он это травмирован. Это же психотравма очень Это- сильная. Да. Да. Жестоко. То есть на виду у Это всех жестоко. Буллинг учитель... со стороны педагогов. Буллинг со стороны Государства. Да школы. посмотрите, Это вон, конкретно не в буллинг? школу не говоря, вон, Буллинг. вчерашний по вузу там. И вот ребенок, смотрите, вот наш факт, кейсы, да, реальный кейс. Ребенок травмирован, наша мать звонит, позвоните, как нам сделать, ребенка не берут в школу, директор сам вмешался. Мы идем в школу, разговариваем с директором, он топовый директор в Астане, Так. сейчас его сняли неделю назад. Он топовый, мы говорим так, это его право, закреплено Конституцией.
Он говорит, приведите ее. Что вы мне про Конституцию говорите? У меня есть приказ министра. Вот его слова. А что за приказ такой? Приказ министра по поводу того, что есть религиозная атрибутика, не запрещает, не разрешена. Недозволены, да. Ну там совсем трактовка другая. Сам министр на нашей встрече признал, что, ну как бы он сказал руководству, никто не трактует ее, кроме как директора в пользу свою. Потом хорошие есть директора, с которыми разговариваем, они говорят, мы боимся, что нас сверху, мы пустим, Проверка нас сверху придет, будет. да. Нас сверху указ пустили, чтобы не трогать. Хорошо, вот эта девочка травмирована. Так. Теперь директор говорит, мама при нас сидит, это же, родители юридически не подкованы, и они не обязаны. Он говорит, приведите ее, посмотрим, я сам оценю на ее вид. Платок соответствует светской, если не соответствует. Мы говорим, что, ребенка сейчас привезти, чтобы вы унижали? Ну, в итоге мы работаем потом с министерством, и директора снимает. Это достаточно авторитетный директор школы. То есть государство уже понимает, выпустили определенные письма, но случаев много. А этот ребенок потом уже, она боится в школу ходить. Мама звонит, говорит, теперь я не знаю как. Она, говорит, утром выходит, через 30 минут возвращается. Что случилось, почему не в школе? Она говорит, я запуталась. Ребенок боится, она понимает, 8 класс. И таких фактов так много, что вот буквально час назад пишут опять родители там в Туркестанской области, опять там директор и завуч ребенка дергают, родителям говорят про права, о лишении прав родительских. Это вопиющий факт. Не понял, а в чем проблема с платочками? Носит девочка платочек, кому она мешает? Видимо, У нас светское государство, да. Вопрос, который изначально руководством Министерства просвещения неправильно истолковано и донесено до своего, будем говорить, до своих подчиненных. Они неправильно толкуют, что такое светскость. То есть, понимаете, они говорят, светскость это фактически атеизм. То есть, извини, сюда как захочется, уходи. Да. Но при этом мы все хорошо знаем, все знаем без исключения, но многие молчат, что у нас приходят под корейцев, пусть же корейские сериалы, Да. то есть разноцветные волосы. Они же не могут их школу, они так и ходят. Мы видели, как на выпускном мальчик в юбке пришел. Понимаете? Мы знаем много случаев, где в мини-юбках ходят, но их не трогают. А если чуть ниже опускают платье, все, для них это категорически, извините меня, вы должны такое. Но меня больше, знаете, что еще беспокоит? То, что вот я недавно проводил лекции в одном из университетов, это фактически выпускники школ. Я себе позволил, может быть, чуть-чуть некорректно высказаться в сторону нетрадиционных ориентаций. Я их назвал разноцветными. Я был в шоке, что меня чуть не съели. Это очень опасная тема, я скажу сразу. Да. Они меня чуть не съели, я вот так сидел и в зале искал адекватных детей, которые нормальные. Для меня это напугало, что произошло. Но подтверждение еще этому я вам скажу больше. Когда вот летом в Караганде был феминистки, собирали эти нетрадиционных ориентаций, еще и в госучреждении, между прочим. Там, когда они собрали, согласно там, мы узнали через ДВД, департамент внутренних, большинство это было девочки в среднем одного возраста, где-то 15-16 лет. Вот. Их там было много. То есть для нас вопрос, на какой стадии наши полномоченные государственные органы упустили момент, что дети начали толерантно относиться и даже поддерживать вот эти направления. Что не свойственно нашим традиционным ценностям. Я не думаю, что школьная программа призывает наших детей Есть, к... да. Да, Есть серьезно. такой факт. Есть такой факт. Недавно ввели курс глобальной компетенции, и там открыто рассказывали о гендерах и о гендерах. Понимаете? Если ребенок пользуется компьютером, переходит с ссылки на ссылку, то там можно и видео увидеть, что это такое на самом деле. И Еще раз, вот этот момент... Что там, о чем Да. говорят? О гендерах. Что такое агендер? Я не понимаю. А гендер, да, мужчина, женщина. То есть это геи, Рассказывают- лесбиянки, это есть да, агентство. рассказывают о том, что есть Однополые браки, однополые, говорите, да, однополые есть отношения, однополая да. любовь, однополые Так. отношения. И То есть этому сейчас учат в школах? это Подождите, хотели, Мы в Да. одной стране живем? Мне кажется, сейчас я... да, это хотели Это внедрить. просвещение. И благодаря работе наших общественников вот этот вот курс методических рекомендаций переписали, по-моему, 2 раза. То есть это сначала было 266 страниц, потом они увидели, что общественность шумит, что родители прочитали, ознакомились, они переписали сейчас 255, по-моему, страниц. Понимаете? То есть они убрали самые такие острые моменты, из-за которых шумела общественность. Но все равно бдить надо. Они могут переписать все это еще раз. Есть вот тот момент, который является прямым нарушением конституционного права на воспитание родителей своих детей.
Прямое. Я боюсь про то, что вот со временем, если мы будем молчать, она зайдет под пункт 3 вот этой Конституции, статьи 30, под обязательные средние стандарты, среднего образования стандарты. Если она зайдет, я скажу, извините меня, это стандарт среднего образования, чтобы учить их вот этой вот нехорошей. Но при этом у нас есть много статей в Законе о правах ребенка, если не ошибаюсь, это вот как раз 36-я статья Закона о правах ребенка, где государство должно обеспечить защиту ребенка от негативного воздействия, агитации, пропаганды, нарушающей его духовное и нравственное развитие. Понимаете? Этот момент есть, но у нас опять же противоречие. Вот как бы мы понимаем, мы же не говорим всех подобных ребенку. Кто хочет, пусть будет альтернатива. Те, кто не хотят, чтобы вот такое было. Руслан, Да. здесь я с вами не соглашусь на самом деле, да, потому что желание соответствовать международным стандартам, к сожалению, приводит к плачевным перегибам, да, которые не сочетаются с нашей ментальностью. Вы извините, мы восточная страна, у нас есть свои ценности, у нас есть своя ментальность. И, соответственно, я за то, чтобы международный стандарт адаптировались, но не диктовали ни в коем случае. Я за просвещение в части полового созревания, чтобы не было нежелательной беременности, чтобы знали риски, ответственность, когда можно, когда нельзя, да, но это совершенно другое. Это называется половое, сексуальное просвещение, да, то есть я за это, но не за то, как говорят, толерантное отношение к однополым и прочим, то, что вообще противоречит нашей ментальной С ценности. с юридической точки зрения, хотелось бы дать оценку именно, почему я говорю о том, как это в закон. То есть я был участником разработки проекта Кодекса здоровья народной системы здравоохранения, в который внесли как раз 91-92 статью, в которой говорится, вот смотрите, есть разница в направленности. Допустим, да, если говорить о том, что просвещение в нежелательности вступления в половую близость. Если бы оно вот так звучало, я бы сказал, но нет, она звучит по-другому. В просвещение, то есть как это делать безопасно. Я вам сразу скажу, она противоречит в основе Уголовному кодексу. Почему? Да. Потому что, смотрите, с 10 до 16 лет, вот тот возраст, который идет, это самые тяжкие преступления педофилии или развращения малолетних. Это тяжелые статьи. И как мы сейчас можем говорить ребенку, ты, если вдруг у тебя получится с дяденькой, ты, пожалуйста, презерватив возьми. Это неправильно. Мы должны их учить в ракурсе крайней нежелательности вступления. Но сами статьи звучат от обратного, понимаете? Вот об этом я сейчас говорю. Они звучат в противоречии самому кодексу, как будто бы они толкают к тому, что ты можешь это делать. Проблем нет. То есть, если мы говорим о том, что нежелательность употреблять алкоголь или табакокурение и вносить эту статью в закон, да, то мы же не будем говорить о том, что мы будем просвещать, как правильно курить или как правильно пить. Совершенно верно. Мы будем говорить о том, что это нежелательность, но, к сожалению, каким-то образом законодатель заложил это в форме просвещения, объяснений, как это делать. Но никак это желательно не делать, понимаете? Вот в чем разница, вот это меня прям провокирует. И вот в этом ключе вот это сексуальное просвещение, которое звучит как половое развращение, разврат малолетних, да, Трактовка, да, сама трактовка странная. Здесь хочется сказать о том, что при семейном образовании мы могли бы избежать данный момент. Потому что сейчас есть детки, у которых очень сильный нравственный корень, да, стержень. То есть, и они видят многие моменты в школе, которые им не нравятся. Но так как они жестко прикреплены к школе, то ни родитель не может повлиять, ни ученик сам не может повлиять на тот социум, в котором он крутится каждый день на протяжении длительного времени. И вот здесь, когда они говорят, что семейное образование не получится, потому что вам нужен процесс социализации, ребенку нужно общество, а что такое вообще социализация? Здесь, наверное, надо говорить о результате социализации, а это способность ребенка интегрироваться в любое общество без вреда для себя, не теряя свое «я». То есть, а это зависит от психологической зрелости. А если ребенок находится в той среде, когда ему постоянно некомфортно смотреть на то, как однополые отношения развиваются, да? По статистике, например, даже не по статистике, я приведу пример. С Австралии у нас приехала одна мама, и она говорит, что у них в классе появился один ребенок, да, вот нетрадиционной сексуальной ориентации, и на него стали походить все остальные. То есть появился один ребенок,
на следующий день +3, потом +5 и Дурной так далее. Да. пример А есть детки, которым это неприятно. И он не может выбрать себе другой социум. При семейном образовании можно выбирать кружок по интересам. Даже если там появится общество, люди, которые ему не нравятся, он может легко поменять на другой кружок, да, пойти в другую секцию. То есть Поменять- социализация да. важна, но она должна быть Да. безопасной Да, для да, да. психики ребенка, да, для его физиологии. То есть психологическая зрелость, Ага. она важна, и это Да. подтверждают канадские исследования. То есть, но в данном случае родителям не надо бояться, что ребенок останется без круга общения. На самом деле очень страшно, когда ребенку не хочется идти в школу, когда ему страшно идти в школу, когда идет буллинг и травля со стороны учителей либо учеников, когда вот создаются такие чаты, да, как буллинг Дианы и так далее. То есть это и есть тот момент, что самое страшное уже произошло. И в данном ключе родитель должен взять на себя ответственность, чтобы хоть как-то изменить весь этот процесс, не навредя ребенку. Уж дальше куда еще хуже? Куда еще хуже? Поддержу Диму Давайте, на самом деле. Олжики, вот хочу добавить. Два момента. Первый момент, есть у нас союз особенных детей. Вот есть особенные дети, у меня просто среди близких родственников есть. Ему нужна социализация. Он идет в школу, 37 детей, очень опасно. Падает с лестницы и так далее. Он не идет в ту школу чисто по долго одеваться, долго раздеваться. Дети, чем больше детей, тем больше может Нету смеяться, хромать и сопровождающих, так да. далее. Что ему остается делать? На дому получать. На дому никакой социализации. Он хочет: папа, я хочу с такими же, не с такими же, но я хочу не с такими же. Я хочу, вот у меня устно все работает. С детьми. Да, для них все равны. Но он, грубо говоря, если они все соберутся, их будет не так много в городе, они в разных районах. Это, представляете, ехать. А если бы были дети ответственных родителей, клуб бы сделали в этом, ребенок был бы из 12 один ответственных родителей, они бы ему сказали: не смейся над таким ребенком, наоборот, примите. Он бы чувствовал, что он среди нормальных людей, он бы тянулся вперед. Для особенных детей это уязвимая часть населения, мы для них должны сделать все. И для них эта опция очень важна на самом деле. Второе, опять же, я вот Штаты наблюдал после того, как я там пожил. Получается как? Гарвард, крутые школы, они смотрят, у них distant learning, вот это семейное образование, оно пришло, крутые онлайн-школы. А теперь Гарвард говорит: подождите, я буду цеплять по нашему 10-11 класс, кто мне лучше подходит, звездочек, да? Кто биологию хорошо понимает. И он смотрит, организует свою онлайн-школа, Гарвард, там, 10-11 класс. Люди платят, но они знают, что Гарвард для себя отбирает будущих гарвардцев. Это домашние, хомскулеры называют. И у нас, возможно, вузы тоже перейдут к этому, отбирать из такого общества. Поэтому мы просто, не то что мы обязаны сейчас дать такую опцию, тоже законом, наши законные права ответственных родителей. Да, потому что на самом деле вопрос квалификации и личных данных педагогов, он стоит очень остро в нашем обществе. Мы знаем, как учатся у нас в пединститутах, да, в педколледжах. На самом деле это страшно, когда ребенок поступает туда не по призванию, да, а просто потому, что ему не хватило баллов для поступления в хороший вуз. И когда он работает не от души, а просто за зарплату, это тоже очень страшно. Поэтому при семейном образовании такой вопрос даже стоять, мне кажется, не будет. Потому что родитель приложит все усилия, чтобы рядом с его ребенком был квалифицированный специалист. Да? Потому что это же на ответственности родителя. А в школах дети вынуждены обучаться порой даже у слабых специалистов. Коллеги, правильно я понимаю, что вот вопрос разрешения семейного образования – это не ответственность министра образования, это вопрос законопроекта, закона, который позволяет это. Да. Законы пишут Да. не министры, Нет. законы утверждают или предлагают депутаты. Да. Да? Инициативу могут проявить только раскованному ученику. Это проще. То есть Это либо, короткий путь. либо общественное общественность, мнение. Да. То есть я сейчас пытаюсь найти- о внесении корректировок в существующий закон, или же просто приказом министра вносятся правила регулирования этого механизма. И все. либо обновляется закон, то есть Да. может ли общественность, Конечно. обратившись напрямую к депутатам, отправить такой запрос, и чтобы депутаты, как представители народа, этот закон обновили? Так? Они запрос будут в министерство Единственным делать. источником государственной власти является народ. Это первое мы должны. Так. Статья 33 Конституции. Граждане Республики Казахстан вправе участвовать в управлении государственными делами непосредственно через своих представителей, либо направление письменным, либо коллективное обращение. Вот и все. Вот она реализация по идее. Нам, казалось бы, должны мы сейчас даже игнорировать другого уполномоченного, нам главное собраться всем людям,
вот эти анкетирования, петицию, допустим, и донести до руководства страны, до правительства о том, что это необходимо. И по идее это и будет Важно для всех. Сколько Да. необходимо собрать подписи, чтобы этот вопрос решился? Здесь нет конкретного количества, но здесь Так. есть адекватное количество, которое будет, можно сказать, знаете, не там 2-3 человека, а когда в обществе это Масса, обсуждается, да? масса, Да. да, со всех сторон письма, значит уже есть альтернатива. Должна быть альтернатива. То есть они должны уже услышать народ. Если мы говорим о правовом государстве. У меня такой вопрос. Вот я знаю, среди депутатов есть один очень авторитетный представитель образования, это бывший директор школы Ирина Смирнова. Вопрос, как она относится к вопросу семейного образования, как Ну, представитель образования и да. представитель депутатов? Мы, кстати, с Ириной Владимировной тоже проговаривали раньше. Она ранее даже инициировала этот вопрос. Но Так. этот вопрос, вот как и сказали, до пандемии был, и во время пандемии он... Актуален. да, но сейчас мы будем работать с ними. Мы, опять же, во-первых, То наверное, есть она, как депутат, она за. Она бывший директор школы, она понимает необходимость. Она за. С ее слов, она, в принципе, может там в Инстаграме или где у себя в соцсетях подтвердить, что, в принципе, она за. Потому что она тоже понимает, как государственник, что это альтернатива. И это... Мы же не призываем всех переходить. Мы как сделайте альтернативу для людей, которые хотят ездить по нормальным дорогам. Если... Можно здесь я еще добавлю один очень большой плюс? Данная форма обучения в чем? До того, как я стала руководителем, я практикующий психолог, который хорошо знает детскую психологию, возрастную. И сейчас речь идет, когда все почему-то забывают о прописных истинах, о постулатах, что если ты не можешь дать, что хочет человек, самое главное, не навреди. Но мы почему-то переступаем через это. А мы каким образом вредим? Система каким образом вредит психике ребенка? У него идет раскол его мировоззрения. Да. Конкретно в случае Ужаса в его семье. Религиозное воспитание отличается от светского. Правильно? У него сложилось мировоззрение, он приходит в школу, а там говорят, это неправильно, это нет. У ребенка все раздвоение идет. Это небезопасно для его дальнейшего развития психологического, физического здоровья. Так если мы заботимся как родители, как государство за здоровье нации, мы в первую очередь должны думать об этом. Мы не имеем права морального раскалывать мировоззрение ребенка и таким образом нанося ему психологическую травму. Это точка невозврата на самом деле. Ну и на самом деле это Министерство просвещения, его задача просвещать. Дорогие коллеги, если возвращаться к началу нашего эфира, помните, была фраза очень важная, да, что крах образования – это крах нации. Тогда, если идти от обратного, то развитие образования – это развитие нации. И, наверное, развитие нашего казахстанского образования – это самый верный, самый эффективный, такой эволюционный путь развития сознания нашего народа. И если мы говорим о Жаңа Казахстан, да, то это ведь наши дети. Это наше будущее, на которое мы делаем большую ставку. Поэтому мы сегодня обсудили очень много таких наболевших проблем. Где-то мы, может быть, уходили слишком глубоко в проблематику, но подняли самые актуальные, насущные вопросы. И самое главное, мы не то, что только критиковали. Я считаю, что мы смогли сгенерировать хорошие, обоснованные, грамотные решения. Совершенно верно. Мы не те критики, которые говорят, все плохо, 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 вы плохо работаете. При этом не предлагая, да, Сейчас мы предложили, я предлагаю сейчас как аргументы. некое резюме в завершении нашего эфира каждому проговорить еще раз, что вы как заключение хотите сказать, да, нашим слушателям. Возможно, нас будут видеть представители и министерства, может быть, депутаты, кто его знает, может быть, и президент страны увидит этот эфир и задумается, и, возможно, сделает ставку, да, на именно этот подход, который сейчас мы, как представители общественности, предлагаем. Поэтому каждому буквально 2-3 минуты финальные мысли, финальные предложения, такое резюме этой встречи. Можно Кто я первый? начну? Дина, Да. давайте, пожалуйста, вам. Уважаемые родители, если вы завтра хотите проснуться в новом Казахстане с успешным, здоровым поколением, то, пожалуйста, не дайте нам его потерять. Именно сейчас у нас создается общественная рабочая группа, которая будет следить за продвижением семейного образования в Казахстане. Я думаю, что с этого момента мы уже не остановимся, да, потому что за нами наши дети. Здорово, спасибо. Хочется аплодировать, да? Я, может, тогда обращусь к министерству и депутатам, и министерствам. Даже если мы все в правительстве закроем глаза, проблема есть. Мы откроем глаза, проблема останется. Проблему надо решать, проблем много.
И у нас единственный сейчас выход, который мы видим, это только выход на семейное образование. И я хотел бы обратиться ко всем родителям. Мы будем проводить, давайте агентирование проведем. Пусть активно участвуют все, кто хочет эту опцию, пусть заявят. И мы большое республиканское движение сделаем за семейное образование. И будем аргументированно со статистикой работать с министерством. Добровольно. Только за. Жаслан? Я как юрист, как правовед, правозащитник всегда говорю с точки зрения закона. Статья 1 Конституции у нас заявляет о том, что высшими ценностями государство признает права человека и его свободу. В этой же статье говорится о том, что мы являемся правовым государством. Сегодня мы обнаружили, что нарушение этих прав имеет место быть. И если мы сейчас, вот просто подытожу, если мы сейчас не возьмем в решение этого вопроса хотя бы то предложение, которое мы сделали, то мы не можем себя называть правовым государством. И подытоживая, скажу следующее. Заявляя о новом Казахстане, новый Казахстан – это не строительство новых школ. Новый Казахстан – это беспокойство о будущих наших детей. Строительство школ не решает проблему. Но если мы будем подходить с той позиции, как мы сегодня объяснили, то у нашего государства, у наших детей есть будущее. Здорово, здорово. Равана? Уважаемые коллеги, на самом деле сегодня подняли очень-очень актуальные и важные вопросы. И, если позволите, возьму на себя ответственность обратиться к уважаемому новоизбранному нашему президенту Касым-Жомарту Кемелевичу как гаранту наших конституционных прав, права выбора, поддержать нас. Вы в своем послании неоднократно заявляли об инклюзии. Это равные возможности. Неоднократно заявляли о том, что мы вместе должны строить слышащее и слушающее государство. И в данном контексте я как мама, как общественник, хочу обратиться к вам с просьбой. Это зависит от вашей политической воли. Дайте нам возможность принимать участие в решении важных вопросов касательно образования наших детей. Позвольте нам вместе с вами строить новый Казахстан. Позвольте нам создать рабочую республиканскую группу по обсуждению важных вопросов, относящихся именно инклюзивного образования, альтернативных форм обучения. И это будет не голословно. Мы, как родители, берем на себя обязательства и ответственность за своих детей, за их образование, за их воспитание. И мы готовы, мы призываем и просим дать возможность консолидировать наши с вами усилия. Спасибо. Ну, прям Здорово, здорово. Я очень вдохновлен сегодняшней встречей, сегодняшним эфиром. Я благодарю за такую честь, предоставленную мне, быть модератором сегодняшнего эфира. И, наверное, как действующий педагог, работающий уже более 10 лет с детьми, я хотел бы сказать от имени детей и обратиться к общественности, ко всем родителям нашей страны. Давайте перестанем ждать, пока кто-то начнет инициировать какие-то правильные идеи, законопроекты. Это наши дети, и они ждут перемен. Они не хотят ходить в школы. Они воспринимают школу как будто бы какую-то тюрьму, да, либо концлагерь, в котором необходимо пребывать, да, 11 лет без права дословного, как досрочного освобождения. Да. То есть мы, по сути, не сделали, возможно, мы как общество, гражданское общество, наверное, не предприняли достаточное количество попыток, чтобы донести до нашего правительства, до министерства, что детям некомфортно в современной школе, что у детей очень много пожеланий, претензий, и многие дети уже не верят в то, что может быть по-другому. Многие хотят просто уехать за границу и пожить там, где нормально. Поэтому давайте сделаем так, чтобы нашим детям в нашей стране было хорошо. Давайте объединяться в такие вот общественные объединения, в общественные инициативы. Давайте вместе обсуждать насущные проблемы и предлагать государству эти решения. И вместе реализовывать. И вместе их реализовывать, взяв на себя коллегиальную ответственность за это. Не ожидая, не говоря, что президент, вы только должны это сделать, или депутат, или министр. Мы, как общественность, должны вместе объединиться и взять общую ответственность за наших детей. Тогда мы построим Жаңа Казахстан, тогда мы воспитаем новое поколение счастливых, здоровых граждан нашей страны. Спасибо всем за эфир. Надеюсь, что этот эфир посмотрят многие родители, и, возможно, с этого эфира начнутся хорошие, грамотные изменения в нашей стране. Обязательно. Аминь.
И еще раз обращаясь к современным, мудрым, осознанным родителям, просьба, давайте сделаем первый шаг или проявлением нашей осознанности и ответственности, поставив лайк на этом видеоролике, поделившись этим роликом в своих соцсетях, в Инстаграме, в Ютубе, в Фейсбуке. Напишите комментарии. Это будет уже первым шагом, да, проявлением нашей гражданской позиции. Пожалуйста, не будьте равнодушными. Поддержите нашу сегодняшнюю инициативу и давайте вместе строить светлое будущее. Вместе мы сила.